уже без малого месяц по всей стране идет перепись населения. К масштабному всероссийскому событию готовились задолго до его старта. В условиях пандемии нужно обеспечить безопасность и статистиков, и граждан. Поэтому все переписчики вакцинированы, имеют QR-коды, а также еженедельно сдают ПЦР-тесты. Сейчас время бежит вперед. Во-первых, у нас были планшеты. Очень удобно на планшетах печатать, да. Допустим, ты заходишь там раньше, да, как было 10 лет назад, что мы все делали от руки. Сейчас такие возможности, что все на планшете, это очень удобно. Без обхода домов никуда, но и жители часто приходят в стационарный пункт, если сами не могут разобраться. Удобство цифрового учета также отмечают опытные переписчики. Франческа Курчатова, например, уже в 3-й раз работает на всероссийском мероприятии. Я вначале уже работала в МГ в переписи 2000 года, потом в Якутск переехала в 2010 года. И сейчас уже я решила, что это для меня обязательно. Быть на 3-й переписи, а может быть посчастливиться и на следующих. Ну, потому что это гражданская ответственность еще, чтобы все было качественно, четко. И для чего же все-таки нужна перепись населения? И почему так важно участвовать в ней? Всероссийский учет поможет государству во всех сферах развития регионов, начиная от бюджетного планирования, заканчивая строительством социальных объектов и инфраструктуры. Для любого стратегического планирования, для любого развития республики необходима перепись, понимать, сколько у нас населения, чем оно занято, сколько у нас детей, какие школы для них нужно будет построить, садики, какие программы обучения, какими языками они владеют. Это все вопросы, на это отвечает только всероссийская перепись населения. Если старшее поколение активно идет на контакт очно, так как уже неоднократно сталкивались с процедурой, то молодежь больше предпочитает проходить опрос на госуслугах. И все-таки перепись, когда первая была, она была как-то поживее, быстрее, и народ как-то интересовался. Ну, потом немножко стал народ как-то остывать, но все равно перепись идет своим чередом нормально, хорошо. Хочется, чтобы перепись прошла очень качественно, хорошо, и мы получили бы через какое-то время по статистике результаты нашей работы. В Якутске активнее всех принимают участие в переписи жители Центрального округа. Там листы заполнили 88% граждан. В республике лидерами остаются Мегино-Кангаласский, Намский, Сунтарский, Горный и Аймиконский районы. Будет подводить сначала итоги переписи в целом по республике. Соберут все итоги переписи по 36 муниципальным районам, городским округам. Затем сводные данные всех жителей, переписанных жителей Республики Саха-Якутия будут переданы в Госкомстат Российской Федерации. И там Государственный комитет статистики Российской Федерации соберет все результаты, естественно, по 85 субъектам Российской Федерации. Это будет достаточно большая, думаю, работа. Это первая цифровая и последняя бумажная перепись. Завершится она 14 ноября, а в 2022 году статистики подведут итоги всероссийского мероприятия. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск.